Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении судей. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Давлатзода Хусрав Лутфуло от должности заместителя председателя военного суда Душанбинского гарнизона, Рахмонзода Махмада Шарифа от должности судьи суда города Душанбе, Хаким Рухшону Аскар от должности судьи суда города Душанбе в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 11 июня 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении гвардии полковника Одиназода от должности заместителя командующего Национальной гвардии Республики Таджикистан по политико-воспитательной работе. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить гвардии полковника Одиназода Исматулло Махмадулло от должности заместителя командующего Национальной гвардии Республики Таджикистан по политико-воспитательной работе в связи с уходом на пенсию. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 11 июня 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ибодзода чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Монголии. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Казахстан Ибодзода Хайрулло чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Монголии по совместительству. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 11 июня 2019 года. В соответствии с частью 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан в Маджлисе Милли, Маджлисе Оли Республики Таджикистан представлены предложения президента Республики Таджикистан об отзыве с должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан Акрамова Ахтама Бахромовича по состоянию здоровья, длительное время не способного выполнять свои задачи. Об отзыве судьи Верховного суда Республики Таджикистан Лутфулозода Шауката в связи с его переходом на другую работу. Об избрании первым заместителем председателя Верховного суда Республики Таджикистан Лутфулозода Шауката. Об избрании судьями Верховного суда Республики Таджикистан Давлатзода Хусрава, Рахмонзода Махмада, Хаким Рухшоны. Постановлениями правительства Республики Таджикистан Рахимзода Абдусалом, Маликзода Нарзуло, Меликзода Кабатуло назначены заместителями председателя налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан. Мы продолжаем наш выпуск. В городе Душанбе идет подготовка к саммиту глав государств и правительств стран, членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На улицах и проспектах столицы появляются эмблемы и символы предстоящего форума, который выступит в роли важной платформы для широкого и открытого обмена мнениями о путях, ведущих к укреплению практического сотрудничества в целях обеспечения мира и безопасности в Азии. Душанбе день ото дня становится все красивее и благоустроеннее. За последние годы в Душанбе сданы в эксплуатацию многочисленные социальные, культурные и жилые объекты, парки, цветочные аллеи и скверы, которые преобразовали облик столицы, превратив ее в один из красивейших городов мира. К очередному саммиту лидеров стран совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится в Душанбе 14-15 июня, Душанбе облачается в цветочный наряд. В эти дни таджикская столица готовится встретить высокопоставленных гостей из Азербайджана, Афганистана, Бахрейна, Вьетнама, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Израиля, Казахстана, Камбоджи, Китая, Киргизии, Монголии, Пакистана, Палестины, России, Таиланда, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки и других стран. На сегодняшний день членами совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии являются 27 государств Азии, 8 стран и 5 международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.
И всех столица встретит во всем своем великолепии. Душанбе всем своим видом на саммите будет олицетворять процветающую Азию, а это и является основной целью совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Повсюду высаживаются цветочные клумбы, освежаются фасады домов, заменяются фонари на столичных дорогах. В городе функционирует 16 обновленных и новых парков, придающих городу особое великолепие и комфортность. Город Душанбе – столица суверенного Таджикистана и научно-культурный центр древней таджикской нации, является гордостью для всех жителей Таджикистана от мала до велика. Патриотичные жители города Душанбе, продолжая добрые традиции благоустройства и созидания священной Родины, сплоченно, не жалея своих сил, достигли еще большего социально-экономического прогресса. Жители, осознавая эту миссию, возлагают на себя ответственность и выражают готовность благоустраивать столицу нашей страны, политического, административного, научно-культурного центра, чтобы город Душанбе стал любимым не только для наших граждан, но и для каждого гостя. Зумрат Файзиева, Дильшоти Хушваб, телевидение, Таджикистан. В период 2018-2020 годы Таджикистан председательствует в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Предстоящий в Душанбе саммит ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. В период 2018-2020 годы Таджикистан председательствует в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Республика Таджикистан берет на себя председательство в этом форуме в важный для Азии момент. Обширный регион, в котором тесно переплелись исторические судьбы народов и государств, на фоне новых вызовов и угроз демонстрирует уверенный экономический и духовный подъем, стремление к совместному устойчивому развитию и прогрессу. 14-15 июня текущего года в городе Душанбе соберутся лидеры, высокопоставленные лица и представители международных организаций из более 30 стран мира для участия в работе саммита глав государств и правительств членов данного совещания. Данный форум ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Это международный форум для диалога, консультации, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам региональной безопасности. На сегодняшний день членами совещания являются 27 государств Азии, наблюдателями 8 стран и 5 организаций. Душанбинский саммит станет эффективной площадкой для обсуждения и решения оставшихся и новых проблем, возникающих в Азии, а также для продвижения инициатив и поиска эффективных механизмов на очень высоком уровне. Предстоящий саммит сможет придать новый импульс дальнейшему продвижению процесса укрепления мер доверия, станет эффективной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов, представляющих интерес для всех членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своего выступления на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходило в 2014 году в Китае, в частности отметил, что народы Азии неразрывно связанные между собой богатейшей общей историей и многообразием самобытных культур, глубоко осознают, что путь к миру и процветанию лежит через построение безопасной и стабильной среды, которую на обширном пространстве между тремя океанами можно обеспечить только совместными усилиями. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана состоялась презентация книги председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о государственном управлении. Книга переведена на таджикский язык. Участники презентации назвали символичным издание книги в преддверии государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Таджикистан и участие в саммите глав государств и правительств членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится в Душанбе. Книга издана в свете политики дружбы и добрососедства президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!